Дорогие отцы, братья и сестры, приветствую вас, всех участников первого фестиваля духовных песнопений «Алтайская горлица». Меня зовут священник Павел Тайчиначев. Я служу в райцентре Шабалиной Республики Алтай. Также являюсь ведущим видеоканала «Трезвый батя». Я говорю об этом, потому что это имеет отношение к моему докладу, к теме моего доклада. И для меня большая честь принять участие онлайн, в записи, принять участие в этом замечательном форуме. Прежде всего хочется поблагодарить священноначалие Барнаульской епархии, правительство Алтайского края и просветительский фонд святого благоверного князя Александра Невского, при поддержке которых проводится данный фестиваль. А также хочется поблагодарить организаторов и инициаторов фестиваля, прежде всего протоиерея Георгия Крейдуна, известного своими исследованиями в области церковной истории и культурологии, и известного своей такой плодотворной просветительской деятельностью. Тема моего доклада – развитие древней традиции пения духовных стихов в эпоху постмодерна. Я поделюсь своими размышлениями на эту тему и расскажу о небольшом опыте, который мы имеем в данном направлении. Сегодня наш многонациональный народ находится на этапе национального и духовного пробуждения, и поэтому обращается к истокам своей духовной культуры и ищет основания и ориентиры для развития не в западных или восточных музыкальных формах, а в собственном древнем наследии. И именно поэтому проведение такого фестиваля духовных песнопений, именно древних духовных песнопений, древней традиции, это очень актуально, на мой взгляд. На протяжении почти 1000 лет основой мировоззрения русского народа и многих братских наших народов было евангельское учение Господа нашего Иисуса Христа, преподаваемое и сохраняемое Святой Православной Церковью через богослужение, через проповедь и также через другие формы искусства. Это, например, через иконопись, через архитектуру, живопись, литературу и, конечно же, устную традицию. Поскольку письменность в древности была доступна не для всех, то большое значение имеет именно устная традиция передачи духовных знаний. И на мой взгляд, духовные стихи и явились своеобразным отражением или преломлением в народном сознании евангельского учения и способом передачи и усвоения христианских истин в народной среде. И если богослужение – это тексты богослужебные кодифицированы, то есть они неизменны, постоянны, то именно для творческой энергии масс, так скажем, народная устная традиция, она всегда была открыта. Среда бытования духовных стихов и кантов, как известно, была максимально демократичной. Их исполняли бедные певцы, калики-перехожие, слепцы, как бы сейчас сказали, инвалиды, или люди с ограниченными возможностями, то есть это самые простые люди, так скажем, народные барды на больших народных собраниях, возле храмов, в дни престольных праздников, на ярмарках, в домах культуры. Нет, это из другой эпохи. То есть, это шутка была, если кто не понял. То есть, среда бытования народных духовных стихов, она была максимально демократичной. И на сегодня максимально демократичной средой, доступной восприятию больших народных масс,
является интернет. Здесь большой простор и для творческой самореализации. Вот, и поэтому, на мой взгляд, для духовных стихов интернет тоже является такой очень органичной средой для духовных стихов. За последние 200 лет среда обитания современного человека изменилась больше, чем за предыдущие 5000 лет. Пар, электричество, газ, нефть, радио, автомобильное движение, да, космические путешествия и особенно интернет с взрывным ростом потребляемой информации стремительно поменяли среду нашего обитания. Поменялась речь, поменялась музыка, ритмы поменялись, да, которые воспринимает современный человек. Во многом поменялась эстетика, поменялась одежда, да, вот, по сравнению, например, с 16, 17, 18 веком. Вот. И поменялись, конечно, эстетические нормы. В связи с этим, в связи с вот этой вот переменой, с этим изменением эстетических норм, музыкальные формы бытования древних духовных стихов, которые тоже являются достаточно уже архаическими, да, они и современным человеком не воспринимаются достаточно актуально. Иными словами, современный человек может принять ложную посылку, что раз устарела музыкальная форма духовных стихов, значит, вероятно, устарело и их содержание. Вот. И это определенный культурный вызов, который мы, как церковь, да, как проповедники Слова Божия, вот, тоже принимаем. И вот для того, чтобы преодолеть вот этот разрыв между эстетическим, так сказать, формой духовных стихов, да, и их содержанием смысловым, вот, появилась такая идея приблизить содержание древних духовных стихов к восприятию современного человека. Вот в церковной истории есть такой интересный момент, когда одной из причин популярности и быстрого распространения арианской ереси, как известно, было то, что ересиарх Арий свое учение еретическое представлял в виде легко запоминающихся популярных песен и стихов. Их с удовольствием распевали широкие слои населения. То есть его ересь, арианская ересь, она была облечена в форму таких куплетов народных, стихов, которые люди с удовольствием и легко запоминали и распевали. Из-за этого арианская ересь, она распространялась широко, и ее было трудно было с ней бороться. Потому что вместе с незамысловатым народным мотивом из уст в уста легко переходил и яд ереси. И вот мы сегодня столкнулись с похожей ситуацией, когда современная музыка, интернет или фильмы, да, современные, они становятся разносчиками различного рода сомнительных идей, да, вот, и даже пропагандой разврата. Вот. Современные фильмы, современная массовая культура. Вот, поэтому для того, чтобы вот преодолеть это положение, вот, на мой взгляд, церковь, христиане вообще, да, могут пользоваться тем же оружием, да, популярной музыкой, популярными формами искусства, например, фильмами, да, создавая фильмы, для того, чтобы выверенное богословское содержание, святоотеческое учение распространялось в широких массах людей. То есть, вот, к примеру, вспомните широко известный фильм «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли, да?
Вот, за авторством режиссера Павла Лунгина. Какую большую духовную пользу он принес, сыграл именно люди, покоренные образом старца Анатолия, да, они лучше понимали суть христианского подвижничества. Вот. То есть с помощью современной популярной культурной формы, фильма, художественного фильма, да, мы преподаем и христианское учение. И вот для того, чтобы показать, как современные духовные стихи могут получить большую аудиторию, как христианское учение в виде духовных стихов может получить большую аудиторию, я предлагаю вам обратиться на видеоканал «Трезвый батя», который я веду, и там есть плейлист, который называется «Исправление имен». Исправление имен. Вот как раз пример духовных стихов в современном изложении, вот этот видеоканал «Трезвый батя», плейлист «Исправление имен» и представляет. Сегодня один из таких примеров, после моего выступления, я как раз попросил организаторов представить, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть мы берем современные мелодии, даже, я так скажу, мировые хиты, да, вот, которые на слуху у современных людей, ну, определенного возраста, у людей, там, скажем, 40 лет или старше 40 лет, да, вот, и на эту широко известную музыку полагаем христианский текст, богословский текст. Вот. Для того, чтобы не придумывать, не изобретать велосипед, мы берем популярные мелодии, которым людям нравится слушать, да? Но вместо мутного, темного, сомнительного английского текста, да, берем текст христианский, выверенный тщательно, да, богословский текст, вот, и предлагаем, так сказать, вот такие вероучительные тексты на мотив современных популярных песен, мировых хитов. Вот. Потому что таким образом мы максимально демократическую среду, интернет, да, вот, и современные технические средства используем для того, чтобы доносить христианское учение до широких масс, ну, в максимально приемлемых формах. Так, например, мы, значит, взяли некоторые мелодии широко известной популярной группы Beatles, да, вот, или известную народную песню «Дом восходящего солнца», или «Отель Калифорния» группы Eagles, тоже это знаменитая песня. И вот на эти мелодии положили, так сказать, христианские тексты, христианские слова. И в заключение, значит, я хотел бы сказать, подводя итог своему выступлению, мы живем в эпоху постмодерна или постмодернизма, который характеризуется следующими признаками. Это отказ от поиска единственно верной истины, передергивание, передразнивание, подвергание скептицизму и иронии устои прошлого, нацеленность на деконструкцию, не на созидание, а на деконструкцию, разрушение, смешение стилей, цитатность, вторичность, использование цифровых технологий. И поэтому, поскольку мы живем в эпоху постмодерна, и даже духовное творчество, оно, конечно, испытывает на себе влияние вот этого постмодерна. Оно не свободно от влияния современных тенденций таких, да? Вот. И в нашем творчестве, вот, которое мы представили на видеоканале «Трезвый батя», плейлист «Исправление имен», также можно наблюдать и цитатность, и эклектизм, и обращение к аллюзиям каким-то, да, вот, и инверсия, переворачивание, да, когда мы берем мировые хиты, которые как бы направлены вроде бы на развлечение, на такое легкое времяпрепровождение,
и их делаем способами для проповеди Слова Божия. Разве это не инверсия? Разве это не переворачивание? Вот. И используем также вот эти вот современные информационные средства для того, чтобы распространять Слово Божие. Вот это тоже, на мой взгляд, определенное влияние постмодерна. И только главное сохраняется неизменным, и главное остается, роднит нас с древними духовными стихами, это стремление свидетельствовать об истине, которая и находится, и которая содержит духовные стихи современных авторов. И в конце я хотел бы процитировать знаменитого австрийского композитора Густава Малера, что традиция – это не поклонение пеплу, а передача огня. Богу нашему слава всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.